Историю спасения Карины, маленькой девочки, заблудившейся в алёкминских лесах, не иначе как чудесно не назовешь. Об организации поисковой операции и чествовании ее героев смотрите в материале нашего корреспондента Елены Фаст. История чудесной девочки Карины облетела всю Россию, и это без преувеличения. До сих пор ее интересуются центральные каналы, обсуждают в СМИ, посвящая уже слегка приукрашенные истории. Но самое главное, девочка жива и, судя по свидетельству медиков, здорова. Надеемся, что вся история со временем будет вспоминаться ей как сон. Тем временем люди, собравшиеся, скажем без преувеличения, со всех сторон, разъехались по своим домам. И всем им глубокая благодарность как от родных, так и от всех земляков малышки. Церемонии чествования спасателей проходили несколько раз, да и то сказать, в поисках было задействовано более 90 человек. Людей было достаточно, много, и всем спасибо. Благодаря тому, что прочесывали, этими 3 группами, и, как говорится, люди буквально на расстоянии друг от друга 3 метра. От площади был большой, поэтому нашли. Героем поисков стал Артем Борисов. Именно он практически наткнулся на ребенка, буквально замершего в траве. Мы встали в линии и прочесывали лес. Вышли в открытую местность, там тоже шли, и вдруг ее увидел, там сидящей. Траве, там какая трава была, в густой траве под кочками. Между высоких кочек она сидела. Удивился, сказал, вот она сидит. А потом спросили, кто сидит. Девочка, не обманывай, что ты врешь. А потом подошли, все сразу прибежали. Конечно же, каждого в этой истории на высоте. Именно сплоченность и организованность действий, единение всей команды, состоявшей как из профессионалов, так и из добровольцев, помогла прийти к столь положительному исходу. Каждый внес свою лепту. В городе организовывали подвоз продовольствия, отправку новых добровольцев, необходимый для сообщения транспорт. В селе Кячи в первый же момент отправили первых людей. Здесь же был пункт сбора. Глава Евдокия Кудрянова держала все вопросы на контроле. Водители автотранспортного предприятия, организации беспрекословно выезжали из города за более чем 100 километров по сложной дороге, доставляя необходимый груз. Не остались равнодушными организация «Транснефть». Для поиска с неба был выделен вертолет, и именно они первыми откликнулись, когда малышку нашли, и стало необходимостью доставить ее в город. Равнодушных не встретилось, и это радует. О маленькой Карине, пережившей холод, голод и одиночество, которое скрасил лишь маленький четвероногий друг, все прочат счастливую и долгую жизнь. Иначе и быть не должно. Елена Фаст, Максим Копылов, Илья Торговкин, НВК «Саха», Алёкминск.